Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. В современном мире роль средств массовой информации невозможно переоценить. Они являются одним из ключевых факторов развития общества. Сегодня ни одну современную задачу общество не в состоянии решить без участия масс-медиа. СМИ не просто освещают события, они формируют общественное мнение и картину дня. Социальные сети, как средство массовой коммуникации, усиливают свое влияние в этом вопросе и обладают гигантским потенциалом, предоставляя потрясающие возможности интерактивного взаимодействия. Естественно, что столь мощный медийный инструмент имеет свою специфику и может быть использован для публикации материалов экстремистской направленности. К сожалению, зачастую в социальных сетях исламский контент, не соответствующий традиционному исламу и распространяющий идеологию экстремизма и религиозной нетерпимости, генерируется блогерами-любителями. И благодаря этому у молодого поколения мусульман и у представителей иных религиозных конфессий складывается неверное представление о вероучении ислама. Как бороться с экстремизмом в социальных сетях и возможно ли это вообще? Эти и другие вопросы обуславливают актуальность конференции, на которую мы сегодня с вами собрались. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, в досточтимом Коране сказал: «Я айюхаллазина аману». Если мы обратим внимание, то Всевышний Аллах в Коране 89 раз обращается к нам именно таким образом. «Я айюхаллазина аману». И Хасан, радаллаху ан, приводит риваят и говорит, что когда я слышал слова, такие слова Господа, о те, которые уверовали, то я был более внимательным, так как после этих слов придет или какой-то приказ, или же какой-то запрет. Скоро будет месяц Рамадан. «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям». О те, которые уверовали, вам был предписан пост. То есть мы отсюда понимаем, что пост, он фард, он обязателен. И также Всевышний Аллах здесь говорит: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, «ин джаакум фасикун бинабаин фатабайяну». Если к вам придет нечестивец, обратите внимание, не то, что неверующий человек, для которого нет ничего святого, а тот, кто совершает явно свои грехи. Фатабайяну, то проверьте то, что он говорит. Не выкладывайте сразу это в соцсети, не пишите об этом сразу, не дезинформируйте население. Проверьте, что он сказал. «Ан тусибу каумам биджахаля, фатусибу аля ма фаальтум надимин». То есть вы должны разузнать то, что он принес вам, какой хабар он вам принес, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, чтобы невинные люди не получили вред от ваших слов, а не то вы будете сожалеть о содеянном. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, опять же: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, о верующие люди. «Я айюхаллазина аману ттакуллах», бойтесь Аллаха, «вакуну ма'ас-садикин», и будьте в числе правдивых в своих речах и деяниях, и будьте вместе с ними, будьте вместе с праведниками и станьте сами праведниками. То есть следите за своими словами, следите за тем, что вы говорите. В связи с этим мусульманская умма не только России, но и мира должна воспитать профессиональных журналистов, блогеров, пиар-специалистов. Мы должны создавать профессиональные СМИ для того, чтобы формировать качественный, проверенный контент в социальных сетях, а также давать собственную оценку, учитывающую взгляд и чаяние мусульман происходящим в мире событиям. Искренне надеюсь, что конференция СМИ онлайн «Профилактика экстремизма в социальных сетях» пройдет в русле конструктивного диалога и обмена мнениями. Желаю гостям и участникам конференции милости Всевышнего Аллаха и Его благословения. Спасибо за внимание. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.